Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Кубаныч Джумагулов, бывший сотрудник Кумтера. Вы проработали 16 лет, да? Да. Оператором тяжелой техники. Все правильно, Нарина Ипович. И подали в суд, и недавно выиграли, да? Да, В каком всё суде это было? Арбитражный, да? Или... Это гражданский. Нет, а районный какой суд? Да, Октябрьский район. Октябрьском районном суде. Здравствуйте, Нарина Ипович. Очень приятно вас видеть. Из-за чего вы судились? Дело в том, что ЗАО КГ «Кумтор» незаконно удерживала подоходные налоги с пособий по времени нетрудоспособности, нарушая статью Налогового кодекса 167, часть 1. Доходы не облагаем подоходным налогом. Потому что бюллетень – это выплаты по нетрудоспособности. Все правильно. С этого не должно сниматься никаких налогов. Все да? правильно. Угу. А с вас снимали, да? А с меня снимали. И дело в том, что не только с меня. 25 лет у 3000 человек на сегодняшний день действующих и за 25 лет уволенных работников. Представляете, какие масштабы? И самое еще, что интересно, во время судебного процесса компания «Кумтор» ни одного доказательства не предоставила в суд, что эти незаконно удержанные деньги были перечислены в бюджет государства. То есть это они присваивали? Ну, я, честно, как говорится... Ну, экономили, скажем так. Присваивали, нет, не знаю, но это незаконно были удержаны. И, естественно, раз они удержаны незаконно, вот мне вопрос возник такой, почему это? Были ли они перечислены в бюджет государства? Понимаете? Но... Таких доказательств суд они не предоставили. Не предоставили, а суд именно по этому вопросу, что они перечисляли или не перечисляли в бюджет эти деньги удержанные, было какое-то решение? Нет. Только по вам, да? Что да, только вам не доплатили, да. Или точнее с вас удержали незаконно какую-то сумму, и вам ее выплатили, да? Да. Должны выплатить. Не, ну они это суд признал, что они незаконно удерживали, и обязал Кумтор выплатить. Ну вот мои доводы, честно говоря. А когда решение, извините, когда решение вышло? Вот, решение судебное? вышло, сейчас я вам покажу. Дело в том, что... Я взял. Ну, просто не обязательно точную дату. Да, вот решение вышло 26 ноября 2018 года. 18-го? Да. Это вот, 2 года с лишним тому назад. Да. Так. Дело в том, что Я думал, недавно. Да, этот процесс я как бы прошел второй раз. Я 2 круга сделал. Первый, когда я выиграл, вот 26-18 ноября, но Верховный суд отправил на новое рассмотрение. И я еще раз это, как говорится, сделал круг, и вот 24 сентября 2020 года я это выиграл. Вот. Уже второй все-таки круг вот сделал. недавно. Да, да. И вот, Нарина Ипович, мои слова, это не просто слова. Мои доводы подтверждаются фактами. Вот сама Государственная налоговая служба при правительстве дает мне письмо. То есть это представитель Ахунову, это мой представитель. Вот. Согласно части 1 статьи 167 Налогового кодекса Кыргызской Республики, пособие, установленное в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, является доходом, не облагаем подоходным налогом. Пожалуйста, это Государственная налоговая служба при правительстве. Министерство экономики Кыргызской Республики подтверждает. Вот мои доводы. Также это Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики подтверждает. Также Горно-металлургический профсоюз это подтвердил, выписал частное определение о возврате денег, но компания не опротестовала это предписание и не выполнила. Ну, мне очень жаль, что профсоюз, честно говоря, вот не доделал эту работу до конца. Он должен был подать в суд за неисполнение предписания. Ну, у нас сейчас профсоюзы, честно говоря, очень слабые, и суды особого внимания на них как-то не берут. Даже вот есть же по закону согласие профсоюза должно быть. Меня когда, например, увольняли, согласие профсоюз не дал. Но суд потом во внимание это тоже не взял. И поэтому эти профсоюзы... То есть профсоюз
выступил против увольнения вас, Да. но вас все равно уволили. Да. Ну вот, а суд на это внимание не обратил. Продолжая вот подоходный налог, я когда доказал, что они незаконно удерживали, Кумтор издал внутренний локальный нормативный акт за номером вот 1.11 политику компании 11 июня 2019 году. И с этого времени он сейчас у работников не удерживает подоходные налоги. Если он на бюллетне. Да, если он по времени трудоспособности. Вот это их политика, это налогообложение, социальные отчисления. Согласно части 1 статьи 167 Налогового кодекса, пособие по времени трудоспособности не облагается подоходным налогом. А почему они до того не знали законодательства или сознательно это делали? Ну, вот мне просто, знаете, это Кумтор, флагман Кыргызской республики. У них, как говорится, работают очень грамотные юристы. И чтобы сказать, что они не знают, да, это я сомневаюсь в этом, честно говоря. Ну, может быть, можем так сказать, что у них было такое подсознательно, может быть, такое вот моральное оправдание, что зарплаты-то высокие по сравнению с другими предприятиями и отраслями, да, что мы все равно своим сотрудникам достаточно много платим, поэтому можем на этом экономить и удерживать с них вот какую-то часть. Ну, знаете, я думаю, больше они как бы это нарушали, зная, что работники, работая на такой должности, зарабатывая такую зарплату, они не будут как бы претензий предъявлять. И действительно сейчас многие работники боятся делать претензии, потому что боятся потерять эту работу. Да. И суды же они затяжные. Вот я, например, сужусь уже 4-й год. Угу. Лидер у нас судился 18 лет. Лидер чего? А? Лидер, с Кумтором. Обманутых. Да. Нет, с Кумтором ему нанесение вреда здоровью было. И он 18 лет ходил. Также нанесение вреда здоровью там было в среднем 6-7 лет судится. Представляете? А много судов? Есть. Ну, можно сейчас уже люди сейчас более-менее грамотные становятся, и уже иски все больше и больше. Продолжение своего, я хочу сказать, вот Октябрьский районный суд вынес мою пользу. Городской Бишкекский суд закрепил это, и вот решение Верховного суда, как говорится, оставило в силе. И вот доказательство. Кумтор мне перечислил, как говорится, на решение суда 98 тысяч, грубо говоря, 99 тысяч. Вот, все, извещение, все как положено, они сделали. Да. Эта сумма за весь период, во время которого с вас удерживали эти деньги? Вот прекрасный вопрос, знаете, это. Дело вот в том, что действительно я недоволен удовлетворением судов. Они меня удовлетворили буквально за 3 месяца. Понимаете? Всего за 3 месяца. То есть, знаете, с логики судов получается, что вот работодатель имеет право годами воровать у работника из денежных выплат, да? А потом, вот, например, 100 тысяч украла, а потом за 3 месяца 10 тысяч отдать и сказать все. Поэтому я возмущен, честно говоря, и не согласен с решением Верховного суда. Так как, согласно статье 194 Трудового кодекса, гарантии работнику при временной нетрудоспособности. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по времени нетрудоспособности в соответствии с законом и иными нормативно-правовыми актами. Размер пособия по времени нетрудоспособны и условия их выплаты устанавливаются правительством Кыргызской республики. Вот постановление правительства Кыргызской республики у меня. За номером 434 от 2018 года. Вот, пожалуйста, понимаете, они удовлетворили за 3 месяца. Статья 93. А чем суд руководствуется, удовлетворяя ваши требования только за 3 месяца, а не за весь период? Вот, знаете, суд здесь свое как бы решение обратил на статью
414 трудокодекса. Срок обращения, там пишется, по трудовым спорам 3 месяца. Но это же срок обращения. Совсем другое. Это совсем другое. Да. А вот законы, вот смотрите, законы что говорят? Пособие не назначено или не выплачено в свое время по вине работодателя выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком в полном объеме за счет работодателя. Видите как? Ну почему-то суд проигнорировал постановление правительства Кыргызской Республики номер 434. Хотя все постановления Кыргызской Республики обязаны к исполнению, согласитесь. Да. Вот закон Кыргызской Республики от 26 июня за номером, за номером 23. В 1996 году еще он был создан. Об обеспечении своевременности выдачи заработной платы, пенсии, обратить, пособий и социальных выплат. Настоящий закон определяет механизм обеспечения прав граждан на получение, обратите, в полном объеме установленных социальных выплат и ответственности виновных за нарушение сроков выплаты заработной платы, пенсии, пособий и стипендии. То есть, а статья 1 четко: задержка выплаты заработной платы, пенсии снова, пособий и социальных выплат не допускается. Это закон. Отсутствие средств не освобождает от ответственности за невыплаченную заработную плату, пенсии, пособий в срок и в полном объеме. Видите, в полном объеме. То есть они удерживают налоги, как говорится, не в полном объеме. Дальше и вот смотрите. Статья 5. Органы государственного управления, предприятия и работодатели, виновные в задержке выдачи заработной платы, пенсии, пособий и иных социальных выплат более 5 дней, выплачивают их получателю с учетом официально установленного уровня инфляции, а также возмещает пени за каждый просроченный день в размере 0,15% от невыплаченной суммы на день фактического расчета. Вот подождите. На день фактического расчета. Это значит, когда вы выиграли в суде. Да. После этого, когда они до этого дня должны считать. Естественно. Это закон говорит. Это, например, также... А они вам только за 3 месяца. За 3 месяца только удовлетворили. Я вообще возмущен. Кроме того, пеня. А пеня как? Нету пени. Нету. Поэтому я возмутился, я возмущен до сих пор. Вот. И это закрепляется статьей 157. Срока выплаты заработной платы. И тут могут сказать, да, там заработная плата. Нет. При нарушении работодателем срока выплаты заработной платы, отпуска и других выплат. Что такое и других выплат? Это подразумевается все денежные выплаты, связанные с трудовыми отношениями. Правильно же? Да, да. Это же, если бы я не был в трудах, мне бы и пособие не давали, да, за по времени трудоспособности. И вот здесь дальше пишется. И других выплат. Работодатель обязан выплатить дополнительно за каждый просроченный календарный день 0,15% от невыплаченной денежной суммы на день фактического расчета. Ну, просто законы все кричат, да? Кричат, Они не что в выполняют. полном объеме, без срока давности, плюс за нарушение норм законности, как говорится, налагается ответственность и проценты штрафы, да? А вот скажите, много людей болеют и с их вот эти выплат за нетрудоспособность удерживают налоги? Много? Естественно, там особо тяжелые условия труда, высокогорье, холодно, пыль, грязь. У нас очень многие ребята болеют, действительно. Вот, естественно, болеют. Даже вот они в свое время внутренний локальный нормативный акт придумали. Кто болеет, больше 5 дней заболел, 10 дней, им премию не давали за квартал. Чтобы не болели. Да, вот видите как? Говорит, не болейте. А я был возмущен. Я говорю, как? Человек же, хотя вот квартал, вот, например, работал, да, в квартале 4 месяца, да, он 3 месяца работал, 1 месяц заболел, 10 дней не пришел, ему премию не давали.
Я тоже был возмущен. Говорю, это же вообще нельзя так. Так-то в процентном соотношении. Он же за 3 месяца какой-то вклад же сделал все-таки, правильно же? Ну, это несправедливо. Вот. Да. А вот те, кто, вы говорите, судились, они тоже по похожим вопросам, как вы, судились, или другие? Вот, честно говоря, это еще 2 человека, это Ахунов и Сыдыков, узнали от меня, что я выиграл, и обратились тоже в суд. Но их, да, это судьи, Октябрьский район, городской суд и Верховный суд им отказал вообще в удовлетворении. Почему? Потому что они говорят, вы пропустили сроки обращения, говорит. И вот, как я сказал, свое доводы они сказали на статью 414. Это трудовой спор рассматривается, ну, срок обращения 3 месяца. Ну, я лично понимаю, трудовой спор это когда выговор, например, да, когда, например, что-то ты нарушил, или ты не согласен с своим там трудовым договором, да, а здесь же материальное право. Это материальное, это деньги, это материальное право. И вот представляете, вот данным ребятам, например, отказали. Ну, я считаю, это неправильно. Потому что если, как говорится, я считаю, что... Поэтому здесь же постановление 400, без срока давности. Закон 23, правильно же? Говорит, без срока давности. Понимаете? В полном объеме. Тем более, как я сказал, согласно 194 статьи гарантии при временной нетрудоспособности, она конкретно говорит, что нужно руководство постановлением правительством Кыргызской республики, правильно? И законам, в которых трудовое право включено. Это же трудовое право, правильно же? И 194 прям направляет. А почему они не взяли в внимание? Они, видите, как удобно. Вот срок обращения, как бы. И как и мне. За 3 месяца удовлетворили, говорят, все, хватит, 100 тысяч украли, а 10 тебе хватит, иди. Это же несправедливо, честно говоря. Поэтому законы и говорят, понимаете, законы говорят, нельзя у работника воровать деньги. Будете наказаны, вот такой процент, вот так. Человек же работал в высокогорье, теряет здоровье, правильно же? Ну, отдайте ему то, что он заработал. Он же теряет здоровье, сколько нас там погибло, вы сами знаете, слушали, правильно же? Ну, люди же работают, он же не солнце с неба просит. Ему же это положено, закон говорит, это гарантийные выплаты. Ну, отдайте человеку. Нет. Вот. А вот погибли люди, там под завалами остались. Чем закончились эти... расследовались? Вот, например, последний, когда лавина сошла, да? Ну, это же, насколько я знаю, я не буду утверждать, ну, я так слышал, что там никого не наказали. Это списали как на природное явление. Ну, хотя это не было природным. Я в то время работал. И на этот 3-й отвал там вываливали, извините, породу на лед. Естественно, подошва скользкая. Высота была с нарушением норм законности, как говорится. Это не природная, это инженерная конструкция. Правильно же? Естественно, несоблюдение техники безопасности привело к этому. И на сегодняшний день их не нашли ведь. А это... 2 человека, да? 2 человека там. Какое страдание? Также, например... Выплатили родственникам... Да, это родственникам заплатили компенсацию. Ну, понимаете, никакая компенсация, конечно, не вернет отца, как говорится, мужа и так далее. Это очень тяжелые потери. Такой же у нас случай был, механик остался под машиной. Лично я участвовал в расследовании. Также там было нарушение техники. 2 руководителя сидели рядом с машиной в кабине и смотрели, как человек нарушает технику безопасности. Кто нарушает? Водитель. Другой машины? Нет, в этой же. Прямо в этой же машине сидели? Они оба, все 3 сидят, у него скорость не включается, и он заехал на берм, вот так машину поднял и вниз залез, чтобы там Конечно, он нарушил технику безопасности, он не имел права туда лезть и там ковыряться, а там скорость... И он хотел монтировкой там почистить, что-то защелкнуть. Что-то сделать. Что-то сделать. Ну, 2 руководителя сидят же, видят, что он заехал же, правильно? Ну, сказали, ты куда? Ну-ка перестань, ты нарушаешь технику безопасности. Да. Ну, они оба промолчали, извините. И когда он залез, и там что-то стукнул, эта машина раз упала на него и придавила его. Видите?
Ну вот смотрите, суды решают, имеют склонность решать в пользу сильного. Почему это происходит, как вы думаете? Ну, вот, действительно, вот тоже еще отличный вопрос. Я вот буквально это, вот, представляете, вот это тоже меня, вот, честно говоря, очень, расстраивает. Я вообще возмущен. Вот, например, сегодня взяли за судебную власть, да, берутся. И, как говорится, ваши коллеги-журналисты сделали опрос наших горожан. Ответ же был отрицательный. Никто не доверяет судам, правильно же? Никто не верит им. Это правильно? Вот смотрите, это вот опубликовано уже, пожалуйста, рейтинг опубликовывает. Да, вот, пожалуйста, этот судья Верховного суда Камиль Османалиев. Какое у него богатство, да, имеет? Разве может суд? Я, честно говоря, по-моему, больше его в конторе заработал. Но у меня таких 20 квартир нету. Это Официально? Да, официально. Я больше его заработал. Я что-то не смог купить столько, 20 квартир. Там, на крутой тачке за 100 тысяч долларов я не ездю. За $1 миллион у меня особняка нету. И что интересно, еще Баранбаева сейчас, вот, как говорится, тоже самое. Еще одна. И интересно это. Верховный суд. Судьям дано право от имени Кыргызской республики выносить решения, да? А что они творят? Что, просто... судьи, да, это отдельный вопрос. Да. Вот теперь смотрите, или вы что-то хотели Да, сказать? я хотел сказать далее. Почему что вот судьи вот такие, да, это мое, как говорится, убеждение, лично это мое. Вот прихожу к выводу, действительно, бессовестные они, бессовестные. Вот факт нарушения я доказал. Правильно же? Факт нарушения доказал. И суд это подтвердил. И это суд еще подтверждает сам. И я прошу ходатайство. Говорю, уважаемый суд, прошу вынести частное определение согласно статье 226 Гражданского кодекса. О чем? Частное определение суда. Угу. Вот смотри. При выявлении в судебном заседании случая нарушения законности суд вправе вынести частное определение и направить его в соответствующие государственные органы, чтобы, я специально попросил, чтобы они разобрали специальные органы, вот эти незаконно удержанные потоки, поступили в бюджет государства или нет. Но дело в том, что, я думаю, нет. Потому что, согласно 176 статье Налогового кодекса, учет берется за фактически отработанное время работника, месяцы. Но когда человек болеет же, он фактически на работе не присутствует, то есть это, получается, не берется в учет. Правильно же? А раз не берется в учет, то можно как бы и это... В учете же нету там. Столько пришло или столько, значит, можно и... А частное определение вы хотели какое? Чтобы их наказали за тех, кто нарушил, да? Да. Я попросил частное определение на Кумтор. Так как она же нарушила. Она, тем более, 25 лет нарушает. И это судьи тоже не это... Даже, как будто что-то случайно, что-то да, неправильно вот, знаете, случилось. даже это не смутило их. Даже, хотя, вот извините, вот согласно статьи 3 Гражданского процессуального кодекса, цели и задачи гражданского судопроизводства способствовать укреплению законности, правопорядка и предупреждению правонарушений. Судьи первой инстанции Нурбеков, первая Джембекова, вторая Бесекеев, Скрипкина, Маматалиева там судья была, Верховный суд, вот я же сказал, еще трое обращались. Что интересно, еще эти судьи трижды судили именно по Кумтору, трижды попали. Это Джумагулов. Те же самые судьи? Те же самые судьи. Арстамбаева вот, и Кульматова. Вот 3 раза попали прям Кумтор судить. И 3 раза они отказывают это в частном определении. Я даже, знаете, вот, таких случайностей, мне кажется, не бывает. И вынесли, как говорится, не в пользу наших работников.
Ну вот большой вопрос возникает. Да, Кумтер – это, вот вы сами сказали, флагман, да? да, да. Флагман. Все другие компании, вообще те, кто работают в этой сфере и в других сферах, должны равняться на этот Кумтер, На да? Кумтор, да. Вот. И он должен показывать, быть эталоном Согласен. вообще по организации производства и вообще по отношениям со своими сотрудниками и так далее, и так правильно. далее. Если эталон, который вот на кого все равняются, совершает такие вещи, то чего ожидать от других? Ну, вот, знаете, я действительно это не ожидал. Когда я пришел, я с гордостью пришел, думал, о, и действительно, пришел, такая большая техника, все, ну, условия созданы, как бы, лучше, чем другие предприятия, Да, лучше условия, лучше. И, как говорится, это хорошо. Но когда я уже глубже уже стал встречаться, стыковаться, как говорится, знаете, вот, как говорится, у медали две стороны. Первая лицевая сторона Кумтор является, как говорится, флагман кыргызской, а вторая сторона, вот видите, какие нарушения. И эти факты я доказываю. И сегодняшний день еще есть факты нарушений. Сегодня я поражаюсь даже, у нас, я же говорю, есть люди, которые, у них диагноз Хоббл второй степени. То есть это засорение легких тяжелыми металлами, там пыль, там же и взрывы, и тяжелые металлы. Это все есть, правильно же? Но когда вот мы пришли в национальный госпиталь, там есть профпатология, вот положили человека туда, все, они говорят, это, ну, это не связано с... Я участвовал, эта комиссия была создана, я участвовал в нем, и они говорят, это, ну, мы не можем поставить профзаболевание. Я говорю, как вы не можете? Согласно постановлению 225 Министерства здравоохранения, говорю, Хоббл стоит на первом месте, говорю, как профзаболевание, и перечень идет работ. Открытый горный производственный, короче, все цветные металлы, говорю, это, говорю, доказывать не надо, говорю. А они мне показывают, говорят, вот Каракольская санэпидстанция экологическая нам дала заключение, у них все чисто, не соринки, курорт, короче. Там даже пыли нет, да? Да, говорят. Ну, вот такое заключение дали. И на основании этого заключения, говорит, мы не можем, говорить, его, говорит, это, поставить про заболевание. Иначе, говорит, нас Кумтор засудит. Прям так говорят? Да, так и сказали. А я говорю, если Кумтор не засудит, я могу подать на вас за это в суд. Как так вы, говорю, хотите вот это сделать, говорю? Вы же, говорит, мы все прекрасно знаем, говорит, все понимаем, говорит, врачи, говорит, мы эту тему подымали, но нас, говорит, не послушали и так далее. То есть я прихожу к выводу, и руководство Кумтор, некоторые люди говорили мне, у нас везде связи, все хорошо, простой работник никогда... Там, где вы работали, вам так говорили, да? Да, мне в лицо вначале так и сказал, говорит, лучше, говорит, не связываться, у нас везде связи, простой работник, лучше права свои здесь не отставить, вы все равно не докажете этого. Но я, честно, человек сам такой, как говорится, у меня 43 трудового стажа непрерывно, представляете? Я 43 года отработал, как говорится. И, ну, такого беззакония я действительно не видел нигде, честно говоря. Вот нигде. С одной стороны красиво, а с другой стороны, пользуясь, как говорится, что дают работникам работу, они, вот знаете... И хорошо платят? Да, хорошо платят. И то, что работник боится потерять работу, они вот так раз... И они боятся говорить даже о том, что вот есть такие нарушения. Знаете, вот тихо. Вот как начальник идет в собрание, и кто-нибудь там возмущается, начальник сказать, кто здесь возмущается? И такая тишина, слышно, как даже комар летит. Так, все молчат. И я вечно был возмущен, вставал и говорил, что вы, ребята, молчите, не бойтесь. Понимаете? Закон есть закон, он один для всех. Да, я знаю, ну, можно любить, хоть кого купить, извините, наверное. Но закон, я всегда говорю, его никто не купит. Рано или поздно. Время, оказывается, заканчивается. Вот что тогда вы можете пожелать другим сотрудникам, которые попадают в такие ситуации? Вот, очень коротко. Да. Я хочу, чтобы наши ребята, которые работают, ничего не боялись. Как я сказал, закон есть закон, и он работал и будет работать. И хочу обратиться к Садыр Нургоджоевичу Джапарову. Да? Сейчас новая власть пришла. Я вот пишу и во все государственные органы, надзорные органы я написал. Думаю, чтобы он взял под контроль
работу Кумтора. И тем более он сам, поднимая тему Кумтора, столько страданий перенес. А народу я желаю мира, прежде всего, благополучия. И думаю, что мы будем, что наш Кыргызстан будет процветать. Вам большое спасибо, что вы пригласили меня на ваш 5-й канал. Если, конечно, ну, очень вам тоже здоровья, успехов и удачи. Спасибо. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Куваныч Джумагулов, который 16 лет проработал оператором тяжелой техники на Кумторе. Спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. Всего доброго.